в Ливадийский дворец, а там на Царскую тропу. Что у нас там? 42 км. Так, ну цепь тьфу-тьфу-тьфу, пока не порвалась. Не спала, не порвалась. Но все равно надо с этим задним переключателем смотреть, что там. Что там происходит с ним. Подъем, подъем, подъем. It's my life. Да, сегодня плюс 18, местами плюс 20 даже. Вот то погодка в конце марта хорошенькая. Ох, солнце как слепит. Как солнце слепит. It's my life. It's my hive. Так, нам надо на ту сторону переехать. Люблю я ездить по левой стороне. Ох, какая красота! А море там.
Жарим, жарим на подъем. Сальцо поджариваем. Так, надо переключиться сразу. О, хорошо. На подъемчик. Солнце слепит. Гул машины сбоку. Я думал, уже кто-то сзади едет, преследует меня. Украина. Давай, давай. Думаешь? Пока от отделения, сейчас уже должно переключиться, потому что уже 43 км, нифига себе. Ох ты, ой. Что-то так сильно переключается. Давай, братан, газуй. Тормозишь. Тут что-то роют, строят, копают. Налево. Шаверма, бургеры, то, что будет. Тише сделать. Ну что там? Давай, сворачивай же. Понятно. Котейка. Добро пожаловать в Ливадийский дворец. Дядька он сидит, какой могущественный. Это поставили памятник, по-моему, Николаю II, по-моему, в этом, в 14 году или в 15. Птички поют, красота, все зеленое, тепло.
Он Ливадийский дворец. Ой, 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 ой. Хорошо, так тепло сегодня. Прям кайфушки сегодня у нас. Даже сегодня можно, то есть даже сегодня я одел на одну кофту меньше. Вот так вот. То я обычно одеваю там одну кофту, вторую и потом еще одну. А сегодня вот даже без одной кофты. Идет в наушниках, слушает музыку, а кто там сзади идет или едет, его не волнует. Сейчас встанем, поставим камеру еще одну, поснимаем. Все, еще одна. Ой, что-то там щелкнуло так. Думал, цепь спала уже. О. Собаки злые. Люди не только на море сейчас отдыхают, а и здесь тоже он. Ну, это, наверное, которые здесь где-то живут в Ливадии. Я так думаю, что в Ялту не ехать они решили на Царской тропе устроить себе отдых, пикник. Ну а что, нормально тоже. Погоняем!
Прибавим газку по царской тропе. Хе-хе-хе. Да не, тут не погоняешь. Тут люди ходят. Вот это газку прибавили. Прет как танк. Ну не как танк, а прет как этот Мерседес. Во. На кнопке турбо. Ох, красотища какая. Штиль полный. Красота вообще. Ух. Да. Ладно, поехали. Дальше. Три деления пока что. Но сейчас уже должно переключиться. Сейчас уже должно переключиться. Доехали до Орианды, Ливадия, Орианда, Гаспра. Вон этот. Красота какая-то. Так, пускай там пройдут люди. Он плывет, кораблик с Гаспры, с этот экскурсия. Ну что там они идут, не медленно идут. Что там у нас стоит? Не вижу. Опа. Сейчас тут заскочим по камням. О! Идет, блин. Не видит, что я еду. Хотя бы подвинулась, что ли. О, ну тут сейчас можем не подняться. У нас же две большие звезды там не работают. Или поднимемся, ничего себе. На 46-й заехали. Ух. Офигеть, заехал тоже. Это на какой я заехал? На 46-й, что ли? Нормально. Раз, два. Потом также переключимся назад. Раз, два. Ну да, надо просто настроить перекидочку. Чтобы все работало. Он цветет, все такое, красота. Красота, ляпота.
Здесь по Царской тропе, если в одну и в другую сторону, это 14 километров. То есть это на, грубо говоря, ну так, если в развалочку не спеша, там где-то там может сесть, посидеть, то это, грубо говоря, на целый день. Ну, часа 4 где-то. А после такой прогулки уже потом и ничего не хочется. Ну, там, типа, идти куда-то еще. Потом уже все. Отдых. 14 километров это как бы нормально так. Так, это у нас какая сейчас стоит? Сейчас посмотрим. Сейчас здесь станем, посмотрим. Ага, еще на одну можно якобы переключиться. Попить водички. Глоточек сделать. Что, поехали дальше. По Царской тропе. 2 деления. Ну, думаю, до смотровой доедем и там развернемся уже. Ну, в общем, будет видно, да. То есть можно еще, получается, переключиться, да, на одну штучку. На одну штучку можно еще переключиться. Так, сейчас заедем сюда или нет? Думаю, должны. Оп-оп-оп-оп-оп. Есть. Заехали. Так, раз, два, 3. 3 вперед, 3 назад. Математика. Ой. О, спортсмены бегают. Можно даже 4. О, 4, да. Спортсмены бегают. Спортсмены бегают, спортсмены ездят, катаются. Так, 4 это мы, да, переключили. Ну, то есть я просто считаю себе, чтобы не переключаться на 2 большие звезды. Они у меня сейчас не очень работают, так скажем. Там что-то надо еще поднастроить. Сейчас вниз спускаемся. Ну, можно поправее ехать, а можно и сюда. Я люблю больше сюда ездить.
О. Все, можно прибавить здесь газку. Или можно так ехать. Не прибавлять, а можно и прибавить. Прибавим газку, да. Прибавим газку маленько. Ух, что это за туристы здесь? Целая группа туристов. А что, здесь прикольно вообще. Чистейший воздух. Машин нету, ничего нету. Ну, вообще, место бомбезное. Приехал в Ливадийский дворец и пошел гулять по Царской. Да. Самой Гаспры. Ну, то есть тут таких троп в районе Ялты просто тьма. Ну, если... Ну, самая такая-то нормальная для всех. Для пожилых, для молодых, для вот детей. Самая нормальная это вот эта. Царская. То есть она находится непосредственно в самом низу. Ну, то есть не горная местность, там высоко. Типа как там на Айпетре или там вот Боткинская. Там же, например, Боткинская, там она идет как бы на подъем. И она чуть... Конечно, конечно. Вот. И вот если взять даже Боткинскую тропу, там она идет чуть на подъем, как бы идет, ты поднимаешься по ней вверх, в горы. Там высота, по-моему, 600 метров, что ли. 650, что ли. А здесь тут высота, вообще высоты нету. То есть это тропа для всех подходит. Она легкая. Никаких подъемов нету в горы. Просто гуляешь себе и все. Вот. Поэтому так. А остальные тропы, да, там уже Боткинская, там Узенбарская, Таракташская, там какие-то еще там названия, их там полно. Они более такие горные, и уже те люди, которые в возрасте, те, которым тяжело там много ходить, особенно если в горах, то им, конечно, не подходят тем маршруты. Вот Царская самое то. Приехали и пошли гулять на целый день. Взяли там с собой бутерброды, чаек, кофеек и на целый день на прогулочку. Вот здесь поворот такой опасненький. Может кто-то из велосипедистов тоже так ехать и прям навстречу. Динь! Ну-ка, секундочку. Что там? Так, ну чё, поехали дальше. Поменял батарею на GoPro. У меня, кстати, 5 штук. И вот если я еду на какой-то длинный маршрут километров 60-70, вот надо брать эти 5 штук, потому что может
не хватить 4 батарейки. Опять батареи хватает, вот как раз на километров записать 50, 60, 65, где-то так вот. Эй, Garmin, ну включайся, быстро сказал тебе. Я уже Гармином пользуюсь сколько? 2-й год уже, да? Или это уже 3-й год? Да, 2-й или 3-й год. Ну, 2 года точно, наверное, вот это 3-й год. Сначала я в 19-м году или в 20-м купил велосипед обычный Hardtail, да, где-то в 19-м или в 20-м. Вот, и, короче, 48 км уже. И, в общем, купил, и у меня было это... Что у меня было? У меня, в общем, было обычный GPS, не помню, как он там назывался, дешевенький. Вот. А потом я, короче, что-то рыскал и наткнулся на Garmin. Вот. Там было несколько их вариантов. Самым большим экраном было на то время Garmin 1030, по-моему, модель. Такой большой он. А я купил Garmin 800, если не ошибаюсь, 830. Вот. Ну да, 3-й год, вот я уже им пользуюсь, как бы. Записывает он все маршруты мои. Потом этот же собаки тут. Так, ну что, проедемся полностью. У нас 2 деления есть. Проедем полностью Царскую тропу. Ох, прибавили газку сейчас. Камера, мотор все пишет. И собаки. Собаки гуляют здесь. Ох! Так, а ну-ка включим еще раз Garmin. Что он нам покажет? Ну, я думаю, должно быть километров 60 у нас
за сегодня. Сейчас 48, тут километр еще 2 и назад километров 10. 56, да, где-то 60-62. Давай, включайся уже. Дупишь тут. Он трасса с левой стороны уже. Покрупнее собачка уже. Какая именно крупненькая. Крупненькая собачка. Вот мы с вами проедем полностью Царскую тропу. Или как еще называют, солнечная. Солнечная тропа. Ой. Он цветет тоже все. Вон деревья какие. Красота. Красота, ляпота. А, пахнет как все. А. Ну, назад легче. Назад будет спуск полностью. Там чуть-чуть сэкономить можно, даже включить на ЕМТБшечку. Ой, ой. Ну, где-то получается Царская тропа с Ливади в Гаспру полностью. Наверное, где-то я проезжаю за... Вот так, если не особо спешить, средний темп. Наверное, минут 30 где-то. 7 километров. Где-то минут 30. Может 20, 10. Ну, может 20, да. Ну, где-то так, 20-30 минут, я так думаю. Средний темп. Да, и здесь тепло, везде тепло. Подышали воздухом хвойным. А тут везде хвои, дышишь везде. Ну, не, ну просто что здесь он вообще чистый. Трасса там в стороне, как бы в городе то одно дело, там где кипарисы, все это. Ну а здесь все-таки в городе машины ездят, оно все-таки пыль, все это загазованность, а здесь вообще прям воздух чисто чистый. Чисто чистый. Ой. Так, ну все, доехали. Подниматься мы не будем. Разворачиваемся. Вон туалеты поставили, нифига себе. Сделали. Не было. Окошечко он. Платишь и идешь. Ну, удобно, а что, молодцы. Летом здесь гуляют сколько народу.
Так, все, сейчас едем. Garmin загружается. Ждем Garmin. Включится. Да. О, спуски пошли. Ну как, не прям. Для опять Garmin выключился. Он тупит или что? Не пойму я. Garmin тупит. Ладно, едем без Гармина. Мы и так знаем, что где-то будет 60-62. Было почти 50, 49 там. 49. Ну, 50 там, пока доехали сюда. 7 км до Ливадии. И до Ялты километра 3-4. Ну вот 62. Ну 65 это максимум. Так что мы знаем уже километраж наш. Там на телепается у меня. На шлеме что-то повисло. Уха! Уха! Супуха! Ох, как понесло нас! О! А машину люди внизу оставляют и идут гулять. Такса. Молодцы собаки. Не гавкают. Вот что значит собаки домашние, хозяева есть, кормят, все. Сказала, не, это, иди сюда, не гавкать, там все, она послушная. А есть собаки прям такие злющие. Интересно, куда-то вот эта дорога ведет, куда-то на трассу, на Гаспры выходит. Потому что Гаспара вот с правой стороны уже Ласточкино гнездо. Ох!
Летим как птица. А здесь тоже он есть такие деревья, как в этом, в Никитском в Никитском этом саду, он в заповеднике. Тоже он такие. А мы сюда сейчас нырнем. Покажу вам виды здесь. Мошки уже летают, что ли. Никого нету. Вот здесь смотровая. Такая вот. Батарея села. Понятно. Сейчас поменяем батарею. Сейчас надо поменять батарею нам на камере. Ух. Конечно, мы сколько снимали. Уже и села на этой инсте. Инста 360. Получается, хватает одной батареи где-то на часа два с половиной съемки. Ну, может, 3 часа максимум. Так, осталось у нас там в памяти 48 минут снять. Ну, до Ливади, думаю, хватит нам. 20 минут должно хватить. Снимем сейчас. Ох, небо какое красивое. О. Уже катается пацанчик на велосипеде. Ух ты! Красота, конечно, да. Сегодня погодка вообще супер. Просто отменная. Такой погодки не было в марте еще. Один день там какой-то был, тоже так солнечно было, но было, по-моему, плюс 15. Но не так было тепло, а сейчас вообще прям вот этот день вообще теплый. Сегодня у нас какое, 25 что ли марта. Ну уже пора. Сколько ж можно уже зимы. Уже пора, весна пришла, что полностью вступила в права. А то ждем эту весну, ждем. Деревья все уже расцвели, так скажем.
А погоды все нету. То плюс 8, то плюс 10, то плюс 6. Давай уже весна. К нам давай. По полной. Люди гуляют, отдыхают, ходят туда-сюда. А что делать? Все правильно. Уже 7700 у нас километров. А покупал я велосипед, было, не помню, по-моему, около 1000, ну, в общем, 1500, что ли, было на спидометре. Да, где-то 1500 было. Вот получается, сколько я уже проехал. 5000, это 6500 и плюс 1000, 6000, грубо говоря, я уже проехал по Орджоникидзе, ну, по Феодосии, по Орджоникидзе, там, по Коктебелю, по Судак, Новый Свет, там, ну и вот здесь сейчас по Ялте. Гоняем тут по местным красивым местам. Уже трансмиссию, получается, второй раз меняю. Как купил, кто-то на велосипеде впереди едет. Как купил, поменял сразу почти трансмиссию. И потом уже бегает девчонка или кто. И потом еще раз менял. Не слышит в этих наушниках. Вот, купил и поменял трансмиссию, и с колеса новые поставил. Были Максисы, поставил Швальба. Вот. И потом трансмиссию еще раз менял уже зимой. Вот. У меня этот лопнул задний, короче, переключатель. В горы поехал. А, кстати, на той трансмиссии я проехал не такие уж и много. В октябре, получается, поставили месяца 2. И, короче, в горы поехал на Гузенбарскую тропу. И, короче, подниматься на самый верх, там, где крест стоит 2000-летие. И уже почти на самый верх поднялся, и, короче, еду, и задний переключатель такой хлобысь, треснул, блин, прикиньте, треснул. И я, короче, потом катил вниз полностью. Катил вниз потом. Еле-еле доехал домой.
И потом заказывал вот это второй раз уже трансмиссию полностью. Или что там. Я, по-моему, цепь оставил. Я только один, короче, поменял задний переключатель, да. Точно, я купил один задний только переключатель. А на цепи я еще ездил той. Так что вот так вот бывает даже. Лопаются задние переключатели под нагрузкой. Ну, конечно, что вес. Вес большой. Сколько я вешу? 90. Да не 90, где-то 92. Вот. Конечно, он будет лопаться под нагрузками. Ой. Ну, кстати, мало в сторону на заднем переключателе. Вообще где-то полгода как бы можно ездить. Но так как я езжу почти каждый день, через день, там каждый день, то, конечно, они долго не выдерживают. Забор он устанавливают. Забор устанавливают. Ох, цветет все, как пахнет. Орианда. Фух. Так, сейчас едем домой, а потом едем до мастера. Ой. Собака злая. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Johnny B.
белоснежная ротонда. Куда-то он спуск вниз, наверное, в этот. А, ну тут же пансионат он. К пансионату. Вон, красота какая. Красота, ляпота. Время уже 6:03. Сейчас надо ехать к мастеру. Все, поехали. Поехали дальше. Сейчас нырнем сюда вот. Опа. Машин нету? Нету вроде. Ох ты! Надо срочно амортизатор задний, блин, менять этот. Ремкомплект ставить новый. Трещит, блин, там все прогибается полностью. Уже и качали, и что только с ним не делали, он все равно не хочет. Ух ты! Прогнулся, нифига себе. Мог бы сыпануть. Он тут цветет тоже все. Он дворец уже ливадийский. Все, сейчас выезжаем и мчим домой. Нам надо сначала домой, а потом к мастеру.
фломастеру. О, экскурсион целый. Собаками гулять, собаки дуркуют. Собаки дуркуют. Красиво какое. Тучи, какие. Все. Уже в Ливадийском дворце. О, красота. Обалдеть. Женщина идет, снимает на камеру все. Так, где наш чехол? Чехол на месте. Ух, с ветерком. О, одно деление. Надеюсь, домой хватит доехать. А там переставимся. Автобус, блин, собьет нам скорость только. Ну давай уже, езжай. Давай, давай, брателла, двигай, двигай своим телом. Ой. Что-то Garmin не хочет работать.
Спускаемся в Ялту. Ох. Да, тут опасненько. Опасненько тут. Ха-ха. Втопили 42. С одним делением, блин. Хоть бы доехать домой. Ха-ха. Вон тут уже заборы наставили. О! Ну, все. Перекрыли все. Что там будут, наверное, строить, выгребать, что-то там будут. Все, приехали. Тише делаем музыку. Да, под вечер уже прохладненько. Или то, что я на скорости топил на спуске. А ну что там, машины нету? Нету. Папа в горку тащит детей. Ух ты! Все. Тише делаем. Все. Поехали. Красота такая, вид отсюда. Бомбезный вообще. Вон дерево такое цветущее. На работе, скорее всего. О! Все, приехали на набережную. Сейчас тут по набережной катнем.
О, этот. Привет. Лежит спокойно. Забыл, как там его звать. Люди загорают еще на пляже. Так, по набережной нельзя ехать больше 25. Вышел новый закон. На эти электрички, на все на это больше 25 ездить нельзя. Вот такая красота вечерняя. Вечерняя Ялта. Так, ну чё? До новых встреч, как говорится, на трассе и в горах. Мы уже почти дома.